До старта третьего заезда Волжского приза был 4-летнего возраста. Но старта сбоит кофейница. Прием выигрывает Коробус и Колокольчик. Последний на третьем месте Мерлин, четвертым Жиглер. Да, вот это, дайте водителя. Сбоит четвертый. Сбоит Коробус. Впереди Колокольчик, на втором месте Мерлин. Третьим Карукас. Далее Жиглер и кофейница. Колокольчик проходит отметку первые 400 метров. 32,5 секунды резвость приемной четверти. Перед трибунами Колокольчик впереди в борьбе за второе место у Жиглера. Мерлин, далее Жиглер и кофейница. Теперь сбоит Мерлин. Все участники Колокольчика. Подбор. Приходит правый поворот Колокольчик первый, на втором месте Коробус, на третьем месте Мерлин. Четвертым Жиглер, замыкает кофейница. Лошади проходят отметку вдали 400 метров. 35,3 секунд. По противоположной прямой Колокольчик произвольно лидирует, на втором месте Коробус, на третьем месте Мерлин. Четвертым идет Жиглер. Замыкает кофейница. Жиглер по дистанции неправильным ходом. Участники растянулись. Колокольчик с большим преимуществом впереди. На втором месте Карукас, на третьем месте Мерлин, четвертом Жиглер, идущий неправильным ходом, замыкает кофейница. 32,4 секунды резость третьей четверти. Колокольчик выходит на финишную прямую, выводит компанию участников третьего заезда. Сбоит Мерлин, идущий на третьем месте. Колокольчик первый, второй Карукас. С большим преимуществом впереди Колокольчик, сын кулака и карман, принадлежащий обществу конечной ответственности, идут времени. Колокольчик выигрывает третий заезд по направлению мастера наездника Александра Шанца. Колокольчик первый, второй финиширует Карукас. Третьим завершает дистанцию Жиглер, которому был объявлен правильный ход. Далее Мерлин.